Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Разработка программ поддержки и переселения из аварийного жилья. Айсен Николаев находится в Мирнинском районе с рабочим визитом. Методы сохранения здоровья. Якутский препарат бетукладин оказался эффективным для профилактики коронавирусной инфекции. Проблемы сельского хозяйства. Глава правительства Якутии оценил ход кормозаготовок в Усть-Алданском районе. Глава республики Айсен Николаев находится в Мирнинском районе с рабочим визитом. В частности, руководитель региона ознакомился с аварийным жилищным фондом поселка Айхал. О том, как проходит визит главы Якутии, более подробно знает наша коллега Ульяна Шагина. Сейчас она с нами на прямой связи. Ульяна, здравствуй, передаю тебе слово. Надежда, добрый день. Из поселка Айхал в эти минуты здесь проходит встреча с жителями поселка Айхал. Встреча с общественностью проходит в Доме культуры «Северное сияние», где принимают участие руководство компании «Алрос», а также общественное движение «Народный актив». Во вступительном слове глава республики поблагодарил членов Народного актива за те инициативы, которые они проявили для улучшения состояния дел в Мирнинском районе. Инициативы в первую очередь касаются расселения аварийного жилищного фонда в Айхале. Эти вопросы также стали основными на этой встрече. До встречи глава региона побывал, напомню, в карьере «Заря», где также встретился с рабочими, а также совершил объезд по микрорайону Дорожный. Отмечу, что в Айхале на сегодня 46 аварийных домов, а кроме этого более 100 домов балочного типа, которые не попали в региональную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. В частности, это балки, построенные еще в 80-х годах в микрорайонах Дорожный и Октябрьская партия. Это тут же в поселке Айхал. Между тем, часть из них, благодаря также совместной работе руководства республики, общественное движение «Народный актив», а также акционерная компания «Алроса» попали в муниципальную программу по переселению. И благодаря этому уже в скором времени более 200 семей обретут новое жилье. Вот что по этому поводу нам рассказала глава поселка Айхал Галия Петровская. Давайте послушаем. Мы обратились к главе нашей республики Айсену Сергеевичу Николаеву. Мы обратились в компанию, и общим решением было принято разработать муниципальную программу и расселить эти 46 домов. Решение принято о выделении нам 325 миллионов рублей. Из них 161 миллион рублей выделяет республика, 116 миллионов акционерная компания «Алроса» и 47 миллионов выделяет муниципальное образование Мирнинский район. Программа разработана. Мы приступим к расселению жителей поселка Дорожный и улицы Октябрьская партия уже в этом году. Встреча здесь с жителями поселка Айхал еще продолжается. Помимо аварийных домов, вопросы касались в целом социально-экономического развития Мирнинского района, жизни поселка Айхал, образования, культуры и многих других вопросов. Но я скажу, что программа пребывания главы республики в Мирнинском районе довольно обширная. Уже во второй половине дня глава республики планирует работать в поселке Удачный. Надежда, у меня на этом все. Благодарю, Ульяна. Будем надеяться, что такие перспективные обновления не заставят себя ждать. Напомню, с нами на связи была наша корреспондент Ульяна Шагина. На 9 сентября выявлено 154 новых случая коронавирусной инфекции. В Якутске зафиксирован 91 случай, в Сунтарском районе 8 заболевших. В 6 районах республики 6 заразившихся. 5 случаев в Среднеколымском районе, в Алайховском 3, в Булунском и Оленёкском районах по 2 случая. Еще в 7 районах республики по 1 заболевшему.
Тем временем разработанный якутскими учеными БАД-бетукладин показал себя с лучшей стороны для профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее данная биологически активная добавка хорошо зарекомендовала себя для профилактики таких болезней, как гепатит и туберкулез. Клинические испытания нового препарата прошли успешно, и ученые подали документы для его сертификации, которую планируют получить уже в начале октября. Данной разработкой, по словам исследователей, заинтересовались и другие учреждения здравоохранения, которые находятся за пределами Якутии. В общем-то, сейчас препарат полностью уже испытан. Уже очень много добровольцев его принимает и принимало. Сейчас последняя уже стадия сертификации. Как только сертификация закончится полностью, мы получим сертификат, мы будем официально его уже производить и выставлять на продажу. В Тампонском районе в эти дни работает выездная бригада врачей-окулистов из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. За 2 дня выездной работы были обследованы 45 пациентов больных катарактой. 40 из них прооперированы, оставшиеся 5 человек направлены в город Якутск. Возраст пациентов составлял от 50 до 83 лет. Уже через день все пациенты, получившие хирургическую помощь, будут выписаны домой. С катарактой на учете у нас состоит более 200 человек, но с разной степенью катаракты. Берут более зрелых, то есть начальная катаракта не оперируется, по остроте зрения смотрится. У нас пациенты не только с Хандыги, но и со всех сел района. Подготовку мы начали уже в начале первых числах сентября и успели подготовить. Я думаю, что после завершения вот этих выездов нас будут ждать еще более интересные маршруты, арктические районы, и мы продолжим оказывать выездную офтальмологическую помощь населению республики, потому что это экономит и средства нашим пациентам, это экономит и время, и качество оказания медицинской помощи, когда ты оказываешь ее на месте, она тоже всегда хорошо, потому что, как в известной поговорке, дома даже стены помогают. В Якутске продолжается реализация национального проекта здравоохранения. Так, наша съемочная группа посетила 2 строящихся крупных объекта здравоохранения. Ну а более подробно расскажет наш коллега Саргалана Неустроева. Саргалана, здравствуй. Передаю тебе слово. Сегодня мы побывали на объезде 2 строящихся объектов в рамках национального проекта здравоохранения. Первый объект – это кардиологический центр, строительство которого стартовало в 2019 году. Вот же планируется на 2021 год. И по словам представителей госзаказчика, работы ведутся без опережения срока, но и без отставаний. Также, разумеется, строительство такого крупного объекта предполагает создание большого количества рабочих мест. Так, по словам главного врача центра, специалистов уже подготавливают. Сейчас мы с вами находимся на месте строительства онкологического республиканского диспансера на 210 коек. О значении строительства данного центра нам рассказала главный внештатный онколог Республики Саха-Якутия Феодосия Иванова. Предлагаю послушать. Онкологи, врачи, все очень-очень ждут строительства, завершения этого центра. Конечно же, в этом центре откроются совершенно новые отделения. Это в первую очередь будут в хирургическом направлении развития, будет иммуно-онкологическое отделение, то есть это лекарственная терапия. И лучевая терапия остается в своем корпусе. Конечно, это даст улучшению медицинской помощи онкологическим пациентам, развитие науки, развитие онкологической помощи именно на стенах этого центра. Будут выполняться высокотехнологичные оперативные вмешательства именно в органах, внутренних органах, в молочной железе и других органах. Между тем, строительная готовность данного объекта составляет 46%. Ведется он, как я уже говорила ранее, в 2023 году. Практически все основные строительные работы были проделаны. Остается отделка, установка оборудования, ну и также подключение коммуникаций и так далее. К этому часу у меня все.
Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко и зампред Михаил Никифоров оценили ход кормозаготовительной кампании в Усть-Алданском районе и ознакомились с работой сельхозпредприятий в селах Дюбсе и Сотинцы. Из-за низкой урожайности травостоев на территории района сложная ситуация с заготовкой сена, и принимаются все меры для продолжения кормозаготовительной кампании. Недостающий объем сена, а также зерна поставят в ближайшие дни из Амурской области. Основной вопрос, который ставит сельхозпредприятие – нехватка молодых кадров. Премьер республики поддержал необходимость увеличения целевого набора на сельскохозяйственные специальности и социальную поддержку молодых специалистов на местах. Соответствующее поручение дано профильным министерствам. Урожай картофеля, овощей и сена в Ленске в этом году пока немного ниже показателей прошлого. Если сенокос уже на завершающей стадии, то с уборкой сельхозкультур все только впереди. Хватит ли ленчанам запасов на зиму и какие приспособления для сельхозработ придумывают изобретательные ленчане, узнавала Анна Кожевникова. Эта осень, как плаксивая дама, стучит в окна ленчанам затяжными дождями, а холод пробирает до костей. Копать картофель в такую погоду не очень приятно, но не все успели убрать огороды в теплые дни. Да и многие ждали солнца, чтобы корнеплоды еще налились. В этом году урожай картофеля немного хуже, чем в прошлом. Причиной тому неблагоприятные погодные условия. Половина лета стояла засушливым и жарким, половина задымленным из-за пожаров. Ни солнце, ни дождь не могли пробиться сквозь клубы дыма. С этого огорода обычно выходит по 15 кулей картофеля. Будем надеяться, что и в этом году урожай будет не меньше. Немного лучше урожай на частных плантациях, где хозяева в течение лета поливали картофель. Он вырос отборным. Анатолий Иванович Голяпин – опытный овощевод. В этом году для упрощения процесса уборки картофеля он придумал лайфхак. Да чтобы вилы не поднимать, так как они тяжелые. Раз, и больше усилий. Если на частных подворьях картофель уже практически выкопали, то фермеры Ленского района только приступают к уборке своих плантаций. Показатели пока немного ниже прошлогодних – 77 центнеров на гектар, тогда как в прошлом году они составляли 103 центнера на гектар. Если считать позапрошлый год, у нас был план 7777, мы собрали около 8000 тонн. В прошлом году у нас уже чуть меньше получилось, 7,5 тысяч тонн при плане 8. И в этом году у нас уже план меньше по Минсельхозу, 7150. Но пока делать какие-то выводы рано. Овощей убрано всего 3 гектара, но еще все впереди. Ленский район входит в десятку лучших по обеспечению сельхозпродукции. Что касается сена, план на этот год 6299 тонн. Выполнен на 78%. Но для корма того скота, который имеется у фермеров, необходимо 5000 тонн на зимовку. Поэтому трудностей возникнуть не должно. Но еще и не все закончили сенокос. Из 11 наслегов только 2 на Торинский и Ярославский. Остальные ждут бабьего лета. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Садовод из Якутска Никифор Иванов рассказал о том, что выращивает у себя на участке карликовый морозостойкий сорт яблок, плоды которых не превышают сантиметра в диаметре. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Жители Якутска, сибирского города, построенного в зоне вечной мерзлоты, выращивают карликовый морозостойкий сорт яблок, выведенный местными селекционерами еще в советское время. Как рассказал Никифор Иванов, саженец привезли его родители, когда он был еще ребенком. Родители поехали в Покровск к родственнику и попросили у него вот саженец вот этой морозостойкой карликовой яблоньки, которая, видимо, была привита вот на дичок и стала морозостойкой. То есть она спокойно зимует у нас в минус 60. Минус 60 спокойно переносит. Правда, плоды уникального дерева не превышают размером 1 сантиметра, но при этом по вкусу ничем не отличаются от обычных яблок. Хрустит как яблоко и вкус как яблоко. Немножко кисленькое пока. Вот так вот. Садовод отмечает, что растущие на участке деревца служат скорее для украшения, ну и для того, чтобы удивить соседей. Нет, мы никогда не собирали все полностью, потому что это очень, скажем, трудоемкое и кропотливое занятие. Просто там горсточку собрал, поел.
угостил кого-нибудь, удивил кого-нибудь. Все. Никифор рассказал, что раньше пробовал делать из этих яблок варенье, но затем перестал, поскольку в сиропе они сильно засахариваются и становятся твердыми. На территории озера Талая появилось 2 новых арт-объекта. Мурал с изображением якутского традиционного ковра украсил фасад жилого дома по улице Ломоносова. Художники изображения Самсон Атасыков и Степан Данилов. Отмечается, что стилистика и цветовая гамма рисунка перекликается с муралом итальянского художника Агастино Якурчи «Чорон». Обе композиции были расписаны в рамках фестиваля современного искусства «Лето Якутия». Вторым новым арт-объектом стал тепловой пункт, также расположенный у Талого озера. На нем изображение девушки, которая символизирует, что под маской любого современного человека кроется связь с корнями. Это изображение – логотип фестиваля «Аланхо». Этот арт, он посвящен фестивалю осознанной жизни «Аланхо». Этот фестиваль проходил этим летом, и автор этого арта, логотипа «Рост», художник, он занимается дизайном, разработкой фирменного стиля. Я непосредственно предложила принять участие в этом проекте, потому что я разделяю философию этого проекта. Мне очень понравилось то, что ребята популяризируют здоровый образ жизни, что они популяризируют осознанность, экологию, и решили вот провести такой этнофестиваль, который популяризирует в том числе культуру в Якутии. На этом пока вся информация. О развитии событий смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.